Конструктивным диалогом с полновесным обменом мнений, предложений обеих сторон стало представление о деятельности правительства в 2012 году в Тувинском государственном университете. Перед профессорско-преподавательским составом и студентами выступил глава республики Шалбан Караул. Премьер пояснил, что выбор именно этой аудитории для представления отчета лично для него важен и символичен. Особое желание именно встретиться с молодой Тувой, потому что и с научным сообществом Тувы, потому что хотел бы, чтобы наше отчеты правительства не столько по поводу того, какие мы великие, и добиться каких-то дифирамбов в свой адрес. Конечно же, не об этом, а отчеты правительства мы его прежде всего воспринимаем как состыковка наших общих задач. Представляя по разделам отчет, глава Тувы подтвердил нацеленность правительства на реализацию крупных инвестиционных проектов. Именно они влияют на динамику и направление развития региона. Минувший год был прорывным по многим направлениям социально-экономического развития Тувы. Объективная реальность такова, что республике приходится практически с нулевого цикла строить свою экономику. Это инфраструктурные проекты, без которых немыслимо никакое развитие – энергетика, дороги, коммуникации. Мы в конце отметили, что вот проделана огромная работа. И самое главное, да, вот, взят вот такие направления, такие проекты реализуются, которые вот, дают перспективу нашей республике. Да, вот энергетика, это дороги, это связь. Вот те все вот проблемы, которые вот, даст прорыв нашей республике. Все выступающие отмечали вот, важность этих проектов, да, проделанных работ правительству за отчетный период. Ну и, конечно же, поблагодарили самого Шалбана Валерьевича за его неустанную работу, да, за творческий подход. Премьер был откровенен. Тува в сфере экономической инфраструктуры отстала от прочей России как минимум на полвека. В энергетике последние значительные вложения в сетевое хозяйство были сделаны в 70-х годах. И на этом фоне усилия правительства в энергетической отрасли особенно заметны. В 2012 году реконструированная высоковольтная ЛЭП Кызыл-Чадан республика получила дополнительно 80 мегаватт электроэнергии. Президент России дал добро на строительство тепловой электростанции в республике, работающей на местных углях. Сейчас остается дело за малым – найти 20 миллиардов рублей инвестора и сказать, мы готовы тебя запустить на строительство теплоэлектростанции здесь в городе Кызыле. У тебя будет возможность, первое, это то, что из угля ты будешь дополнительную стоимость здесь же, не выезжая из Кызыла, получать в виде электричества и, во-вторых, в виде тепла для города Кызыла. С большой заинтересованностью преподаватели и студенты выслушали, как проходили переговоры по повороту федеральной автомагистрали М-54. Сегодня этот вопрос уже решен. На этот проект в республике поступит до 32 миллиардов рублей, в том числе 7 миллиардов рублей уже в самое ближайшее время. Инфраструктурную революцию в республике должны продолжить проекты в области коммуникаций, связи, IT-технологий, стройиндустрии. Такая позитивная энергетика близка молодежи. Особая благодарность за поддержку молодежи нашего университета. Это выражается в учреждении специальных стипендий молодых председателей правительства Республики Тува, также гранты для поддержки молодых ученых и гранты для развития малых инновационных предприятий. Встреча продолжилась более 2 часов. На все вопросы студентов и преподавателей даны полные и конкретные ответы. Поговорили о грантах для молодых ученых, внедрении инноваций в науку, об открытии новых специальностей. Очень поддержал Шалбан Валерьевич идею создания строительства Дома ученых. Вот, отметил, что вот, да, вот, локализация на одном месте вот такого научного потенциала, да, вот, по его мнению, способствовало объединению ученых, да, и появлению новых идей, различных дискуссионных площадок. И этот вопрос тоже записан как один из, допустим, наказов со стороны нашего университета. Студенты делились с главой республики своими насущными проблемами: нехваткой мест в детских садах для их детей, вопросами трудоустройства, жилья. Глава республики выразил готовность помочь в решении многих сложных вопросов. Самое главное, что отметил Шалбан Караул, молодежь не пассивна, и это радует. Иждивенческая такая вот нотка, которая, может быть, была еще несколько лет назад, сейчас она практически отсутствует. То есть вопросы были не плана, там у меня вот проблемы, да, как вы мне поможете их решить, а вопросы носили такой общестратегический характер. То есть и молодежь, и преподаватели и сами предлагали, как можно решить ту или иную проблему.
по-прежнему, только, может быть, чуть-чуть вот необходима, конечно, помощь со стороны исполнительных органов власти. И Шабан Валерьевич ведь это тоже отметил, что не просят «дайте нам квартиру», да, а говорят «мы готовы сами», да, вот нужны определенные только какие-то действия, нужна определенная помощь. И то, что такая помощь была, значит, вот обещана, то, что это будет, в общем, это тоже было видно, и это тоже является, наверное, важным каким-то составляющим моментом всего мероприятия. Обсудили большой круг проблемных вопросов. По ряду из них Шалбан Караул поручил назначить отдельные заседания с участием заинтересованных ведомств. Так глава республики согласился обсудить проблему долевого строительства ведомственного жилья для сотрудников университета, заметив при этом, что настало наконец то время, когда люди не готовые квартиры просят у власти, а только землю, на которой могли бы сами строиться. И это самая главная позитивная перемена последних лет. Правительство будет поддерживать такой подход.